الله أكبر الله أكبر. Когда Амина возвращалась в Мекку, она заболела по дороге смертельной болезнью. И, достигнув места под названием Абва, она, обессиленная, упала на землю и перед своей смертью обратилась со словами к пророку, алейхиссалям, который сидел у ее головы и смотрел на нее глазами полными слез. «О мой сынок, я горжусь, что ты появился на свет через меня. Я оставила для этого мира самое лучшее, что есть в нем. И я горжусь, что ты появился на свет посредством меня. Все мы умрем, и все мы расстанемся». С этими словами она покинула этот мир. В этот момент рядом с ним не было никого, кроме Айман, чтобы помочь захоронить ее. Помогая друг другу, они вырыли могилу и захоронили ее. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Айман долго проплакали перед могилой Амины. И когда Айман потянула пророка, алейхиссалям, за собой, чтобы продолжить дальше путь, он вырвался из ее рук и вновь бросился к могиле мамы, обняв ее. «Умми, о моя мама! Умми, о моя мама!» После этого Айман взяла его за руку и попросила пойти с собой. И достигли они Мекки. Когда дети, играющие на улице, говорили «мама», из глаз его лились слезы. Когда дети звали отца, из глаз его лились слезы. Передается, что когда мать пророка, алейхиссалям, покинула этот мир, заплакали все ангелы, говоря: «О наш Господь, как же это удивительно! Он рос без отца, а теперь остался и без матери. Остался он без родителей». Тогда Аллах ответил ангелам: «О ангелы мои, я тот, кто любит его, я тот, кто оберегает его, и я тот, кто помогает ему. Это немыслимо, чтобы он остался без моей помощи. Я его покровитель, и я ему помогу». Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Разве мы не нашли тебя сиротой и не дали тебе приют?» У Абдуль-Мутталиба, у дедушки пророка Мухаммада, алейхиссалям, был матрас, который он всегда стелил рядом с Каабой и отдыхал. Абдуль-Мутталиб воспитывал пророка, алейхиссалям, 2 года, в промежутке между 6 и 8 годами. У него было 10 взрослых сыновей, один из которых умер. И вот однажды пророк, алейхиссалям, присел возле дедушки на этот матрас. Увидев это, один из его дядей резко взял его и пересадил на другое место. В его глазах это было нарушением субординации. На что Абдуль-Мутталиб сделал замечание сыну и сказал ему: «Оставь». Он посадил пророка рядом, погладил рукой по спине и сказал: «Клянусь Аллахом, мне нравится все, что он делает, что бы он ни сделал».